Гриб, цветок. Молодец. Лошадка. Корабль. К школе готов. Шестилетний Мухаммед Миржоев проходит последний осмотр врачей, прежде чем пойти в первый класс. И проверка зрения – одна из обязательных процедур перед поступлением. На первом этапе мальчик просто называет предметы, на которые указывает медсестра, а вот во втором предстоит более детальный осмотр. Авторефрактометр позволяет исследовать рефракцию глаза, определить кривизну роговицы и не только. На этом аппарате мы смотрим передний отрезок, рефракцию смотрим, то есть что у нас вот плюс, минус, миопия, гиперметропия. И еще на этом аппарате мы можем посмотреть хрусталик, есть ли там катаракта. Этот прибор, как и щелевую лампу, закупили в рамках нацпроекта здравоохранения. Наличие такого оборудования позволяет значительно сократить процесс обследования. А жителям района не приходится, как раньше, ездить в соседние больницы, где есть такие приборы. Мы также смотрим в роговицу, конъюнктиву, то есть оптические среды глаза. Смотрим также хрусталик. И такие заболевания, как конъюнктивит, если, например, инородное тело попало в глаз, мы также можем удалить инородное тело с глаза. Болезни хрусталика можем посмотреть. Вот также передний отрезок включает все, что мы делаем, мы смотрим на щелевой лампе. Раньше приходилось ездить там в другие города, например, в город Назрань, с Малгобека ехать тоже, чтобы сделать, мы направляли в детскую городскую поликлинику, в отделение глазное. А сейчас у нас есть такой аппарат, и мы это все делаем уже здесь, в Малгобеке. Значительно улучшилось и оснащение кабинета отоларинголога. Лор-комбайн позволяет быстро и качественно провести осмотр врача, что в разы увеличивает пропускную способность кабинета. Только за 2 часа врачи обследовали и назначили лечение более 30 пациентам. Без этого оборудования на это ушло бы в 2 раза больше времени. Новый лор-комбайн очень удобный. У нас облегчилось, в плане диагностики нам стало очень удобно. Есть специальный эндоскоп. Если раньше мы проводили эндоскопию обычными воронками такими, у нас появился эндоскоп такой. Мы все видим. Он так у нас включается и возможность диагностировать внутренние заболевания уха. В рамках нацпроекта Малгобекской детской поликлиники также провели капитальный ремонт здания. Здесь заменили отопление, проводку, канализацию, обновили стены. У многих врачей появились свои квадратные метры, где можно проводить осмотры детей. Теперь обследование юные пациенты проходят в просторных кабинетах. Соответственно, в первую очередь, эмоции, конечно, у нас только положительные. Во-первых, потому что до здание выглядело не в таком виде. Мы его сейчас видим с вами в более свежем, более чистом виде, благодаря капитальному ремонту, который у нас завершился в прошлом году. У нас появились 2 отдельных входа для температурящих и для здоровых детей. Допустим, в том конце у нас находится прием здорового ребенка с обозначением кабинет здорового ребенка, и рядом же находится прививочный кабинет, что очень удобно для мамаш с детьми, которые не должны толпиться у нас в основной очереди, а могут отдельно уже по удаленной записи записаться и, соответственно, сразу же прийти на прием к педиатру с последующей вакцинацией. Всего в здании 25 помещений. Итог работы – это разделение потоков пациентов. А на входе, как и требует время, открытая регистратура, система навигации и информационный монитор. Чистота, порядок везде. Изменилось все. У всех новые оборудования стоят. Может, вы быстрее закончили осмотр на этот раз? Да, конечно, быстрее. Я всех врачей прошла, 10 часов только пришла. Всех врачей прошла, уже ушла отсюда. В рамках нацпроекта также оборудован кабинет неотложной помощи. Там появился новый дефибриллятор, электрокардиограф, небулайзер. Создана отдельная картотека, введено электронное расписание специалистов, организована удаленная запись к врачу через портал госуслуг. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.